вакцинации от коронавируса. Сколько всего человек болеют ковидом в районе? Цикл мероприятий проведет научно-исследовательский институт Улон-Хо СВФУ, в том числе диктант Улон-Хо. Организации республики активно помогают мобилизованным якутянам. Не осталось в стороне генофондное казенное предприятие «Якутский скот». Так, работники организации собрали денежные средства и приобрели необходимые вещи для граждан, призванных на специальную военную операцию. К слову, 2 работника данной компании были мобилизованы. Директор предприятия отметил, что рабочие места за ними сохраняются. Мы собрали с коллектива кто сколько может, потому что доходы у всех разные. И собрали сколько может, собрали на сумму 50 тысяч. И вот перевезли 10 комплектов термобелья, потому что уже холодно, и 10 комплектов берцев. Ну, вот такая пока скромная помощь. Но надеемся, что еще мы будем работать. За последние сутки в Якутии ковид подтвердили у 75 человек, сообщает республиканский оперштаб. Это минимальный показатель суточного прироста с 27 июля, когда выявили 59 случаев. В Якутске тесты на коронавирус оказались положительными у 22 человек. В районах наибольшее количество заболевших выявлено в Хангаласском – 8, в Алданском, Мирнинском, Алекминском и Усть-Майском по 5, в Среднеколымском – 4. Всего новые случаи заражения зафиксированы в 22 районах республики. Продолжает наш эфир брифинг заместителя председателя правительства Ольги Балабкиной. Узнаем свежую информацию о мерах поддержки мобилизованных якутян и их семей. Предлагаем послушать. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Расскажите, пожалуйста, о мерах поддержки семей мобилизованных. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. В соответствии с указом главы республики о мерах социальной поддержки на территории продолжается как прием заявлений, которые могут подавать в управление МФЦ или на портале госуслуг, лица, имеющие право на выплату 200 тысяч рублей и в целом на весь пакет мер, предусмотренных указом главы республики Саха-Якутия. Также продолжается на настоящий момент сверка списков с воинскими частями, в которых находятся наши мобилизованные, и соответствующие выплаты. Необходимо обратить внимание, что непосредственно в целях ускорения выплат семьям мобилизованных у нас уже возвращаются наши сотрудники Министерства труда из командировок, привозят уточненные списки, и, соответственно, я думаю, что сегодня главой поставлена задача до 1 ноября закончить непосредственно все выплаты, которые являются, по сути, бесспорными. Необходимо обратить внимание, что мы уже сегодня практически имеем полный состав, полные сведения о мобилизованных якутянах, зачисленные в указанные воинские части. В настоящий момент с военным комиссариатом республики ведем обработку поступивших сведений. Случаев вообще жизненных ситуаций, с которым обращаются в наше управление соцзащиты, достаточно много. Необходимо обратить внимание на следующие моменты, очень четко их отфиксировать. У нас в муниципальных образованиях, помимо того, что делается по указу главы республики, также создаются свои центры помощи и поддержки. Поэтому, прежде всего, для того, чтобы получить ту социальную помощь, которая определена указом главы Республики Саха-Якутия, обращение необходимо подать либо в МФЦ, либо через портал госуслуг. К сожалению, безусловно, часто подаются заявления одновременно и в МФЦ, и на портал госуслуг. Это создает, соответственно, определенного рода затяжку во времени. Поэтому заявление нужно подавать либо в одну, либо в другую организацию. При подаче же заявления в муниципальное образование, соответственно, и вопросы, и постановки вопросов по ним нужно ставить именно с муниципальным образованием. И сегодня мы также эти проблемы будем эти вопросы контролировать. Еще раз напоминаю, что заявления в МФЦ могут подать, и данная помощь, она направлена на семей военных, мобилизованных, которые проживали вместе здесь на территории Республики Саха-Якутия. Напоминаю, что заявление подает либо супруга, у которого законный брак, либо непосредственно, если нет законного брака, то гражданская жена, факт проживания которых подтверждается формой 3 как совместного проживания.
В вторую очередь, если нет ни супруги, ни совместного проживания, то, соответственно, подают заявление дети, значит, их законные представители детей военнослужащих. И в третью очередь, если нет детей или произошел отказ, могут подать заявление родители или же непосредственно, значит, если родители уже не живы, то, соответственно, полнокровные братья и сестры, которые совместно проживали с военнослужащим. Главным в данном вопросе является совместное проживание с мобилизованным. И данная помощь направляется на те семьи, в которые потеряли прежде всего и материально от ухода мобилизованного сейчас, от проведения мобилизации. Однако дети, независимо от того, проживают они или не проживают, дети в любом случае имеют все льготы, которые идут по линии Министерства образования. Это и непосредственно, значит, повышенная стипендия, это и питание бесплатное, и, соответственно, освобождение от оплаты в детских садах. Спасибо за информацию. Это был брифинг вице-премьера правительства Якутии Ольги Балабкиной. А мы идем далее и возвращаемся к теме ковида. В Нюрбинском районе продолжается вакцинация от коронавируса. В районе на сегодняшний день 11 больных. С целью недопущения роста заболеваемости ковидом и его профилактики проводят вакцинацию и ревакцинацию населения. С прошлой недели у жителей района появилась возможность получить вакцину